Ты знаешь, вот, Эсмин, я вначале приведу небольшое выражение Томаса Карлейля, это известного английского историка. Почитание героев – самый глубокий корень из всех. Главный стержневой корень в значительной мере питает и растит все остальное. Вот это почитание наших героев, то есть предков, когда есть на кого смотреть, есть о ком думать, то есть будущее, ты с уверенностью больше будешь смотреть в будущее и твердо стоять в настоящем. Это я всегда говорю. Но в наше время, я касаюсь, кстати, вот Абхазии, эту истину, духовную истину, на которой держался наш стержень, потихоньку начинают забывать. И одна из причин, что мы с тобой вот сейчас здесь беседуем, напомнить людям о том, что мы не первые и не последние жители на этой земле, я имею в виду наш родной Кавказ, что у нас есть чем гордиться, есть с кого брать пример. И все эти прописные истины, которые записаны во многих религиях, они ниспосланы к нам Всевышним в очень глубокие, давние времена. Но Кавказ вообще многолик по языку, по религиям, по менталитету. Но в основном, если посмотреть в корень, часто об этом не только я думаю, многие, вот, с кем я общался, тоже то же самое говорят. У нас, конечно, один дух, один предок и, как говорится, один корень, который уходит в глубочайшую древность. Я говорил студентам в свое время, давно это было, правда, что мы, кавказцы, являемся учителями учителей. Ну, это совершенно другая тема, но это очень глубокая мысль. Это я взял у Брюсова и у других людей, мыслящих людей, глубоко мыслящих людей. Сейчас просто мы поймем. Я сам стараюсь понять, потому что есть такая поговорка, пословица: кто из смертных может понять, объять необъятное? То есть это невозможно. Но надо стремиться, как говорится, к истине. И вот этот неисчерпаемый дух, неиссякаемый дух свободы, мужества, который сидит в кавказцах, он, конечно, работает на генетическом уровне. Просто приведем несколько примеров из жизни многих народов Кавказа. Они это считали обыкновенным делом. Вот такой пример я хочу привести. Касается черкесов. В 18 году полк советской армии с артиллерией, с пулеметами окружил черкесский аул. У них скрывался великий князь Борис Владимирович Романов. Выдайте, говорит, его нам, говорит, а не то уничтожим аул. Сразу было создано совещание. И послали парламентерам муллу, который 7 раз совершал хадж. Он говорил: гостям не выдадим, будем драться. Все. И вернулся обратно. Ну, командиры Красной Армии начали совещаться, что делать. Они знали, что возьмут аул, с огромными потерями, потому что каждый дом будет крепостью. Второе. В ауле было 60 всадников, которые участвовали в Первой мировой войне. Они 1 к 10 красноармейцам превосходили их по боевым качествам. Совещались долго, но потом все-таки вынуждены были снять осаду и уйти. И потом великий князь спрашивает муллу и почетных старейшин: почему, говорит, вас могли бы уничтожить всех? Мы, говорит, он ответил,
не хотим быть живыми мертвецами. Тогда каждый горец нам плевал в лицо, говорит, за то, что мы предали гостя. Мы не могли переступить через себя, через наши традиции и обычаи, которые нам переданы нашими предками. Аналогичный пример произошел, в тоже такое суровое время. Красная армия, она всегда вылавливала бывших офицеров, белых. И во Владикавказе они подъехали к дому одного ингуша, Алиев его фамилия была, окружили дом, чуть ли тоже не целая рота. Выдайте нам, говорит, Мартынова. И навстречу вышел, ворота открылись, вышел ингуш, старик, с оружием в руках, с ним 3 сына, георгиевские кавалеры, тоже вооружены. Говорит, во-первых, иди не Мартынова, говорит, а полковника жандармерии Мартынова. Но гостей мы не выдадим. Вы будете иметь с нами дело. У них такой был внушительный вид, что эти все, вся эта полурота, развернулись, ушли ни с чем. Вот в чем сила духа, понимаешь? Третий пример, они очень поучительные. В то же время, просто этот период, это происходило во все годы, просто в один период. Аул-Апсу на Северном Кавказе, абазинский Аул-Апсу окружил полк. Целый полк с генералом, во главе с генералом. А там скрывался Лакоба, который перешел в Северный Кавказ с керазовцами. И говорит, выдайте нам, говорит, их. И навстречу им выходит, это рассказывал, я люблю этот эпизод, полковник царской армии, кавалер всех орденов, Канамат Агарба, черкесский, при вооружении, регалиях, подходит к генералу и говорит, если вы шевельнетесь, говорит, один, вы будете иметь дело со мной. Но он это сказал так внушительно, что они вынуждены были снять осаду и убраться во свояси. Они это делали, потому что иначе бы не уважали себя? Конечно. Это, знаешь, это такое есть хорошее абхазское, выражение у всех народов. У абхазцев говорят, хлопотуакц, научись уважать себя. Тогда все будут тебя уважать. Вот это вот, когда говорили о кавказцах, чеченцах, ингушах, абхазцах, термин «врожденная храбрость». Вот буквально вот так говорили. Вот я сейчас хочу пример привести уже Второй мировой войны. В 1942 году летчик Тимур Язычба, прикрывая своего командира Шишкова Бориса, сбил 2 вражеских самолета. Это в районе Пску было. В их эскадрилье командиром был Виктор Аргун-Абхайс, один из отчаянных тоже летчиков. Когда они вернулись благополучно на аэродром, Борис спрашивает, слушай, говорит, вы все такие храбрые абхазцы, как Виктор Аргун. Он приятно было, молодой парень, красавец. Он ему так отвечает, товарищ командир, нас абхазцев немного, мы просто не можем не быть храбрыми. Мы все отчаянны, ничего не боимся. И тот говорит, даже смерти? Он говорит, как сказать, смерти все боятся. Но не надо думать о ней, а просто воевать насмерть. Тогда она тебя испугается. Вот таких примеров, это просто неисчислимое множество. Я когда был в твоем возрасте, младше, старше, попадалось, я думал, откуда это все идет? Потом начал спрашивать, думать, спрашивать, интересоваться. Это заложено в крови, и если у человека правильное воспитание, вот эта вот генетика, она себя проявляет просто в самый такой критический момент. Человек этот спасает положение. Вот был такой Азиз Гумба. Он погиб, и приходит письмо человека, который с ним воевал, его командира. Это было лет 40 тому назад, в Гудауты. Вот со мной воевал Абхайс Гумба. В общем, нашли его, все. И что он пишет? Этот человек, говорит, противник ведет обстрел. Он садится на коня, чтобы поднять дух противника. Вот так снаряды слева-справа рвутся. Он горцует между разрывами. В бою был абсолютно хладнокровный. Вот у него, говорит, в глазах не было страха. Я часто думал, говорит, о нем, он служили долго вместе. Откуда это у него? И потом понял, что это, говорит, его предки, пращуры, буквально он так пишет, защищали свою родину, и у них выработался генетический код. Зрение к смерти, кажется, любой ценой, но быть выше смерти, понимаешь? На 3-м поколении появляется этот код генетически, говорят.
третьем, четвертом, ну да, даже на втором поколении. А код трусости может появиться на третьем, четвертом? Это такой, это рабская кровь. Это как ты понимаешь, как у нас говорят, им еще не боится только дурак. Но самое главное, это я поговорку привел, преодолеть свою слабость. Вот это и есть мужество, понимаешь? Это обыкновенно. Но есть люди, которые действительно, они вот не понимают, что такое страх. Это значит, у них очень мощный код сидит. И люди, много их, кстати. А тот вопрос, что ты задала, я тоже, об этом все думают. Это, конечно, как у нас говорят, его кровь немножко подгнила. То есть рабская, это рабы, это рабская кровь. Хотя рабы тоже, когда они на третье, второе поколение, они когда с них снимают, скажем, дают свободу, они становятся очень нормальными людьми. Главное, это вот то, что сидит у тебя в сердце, понимаешь? То, что сердце подсказывает. Как это, знаешь, говорили, если не я, то кто же? Ну, такой принцип. В рабстве может быть алчность выработана? Через алчность рабства? И человеконенавистническое – это тоже рабство? Да, я думаю, что да. Но не только это бывает, но те, которые доходят до самых высоких вершин, скажем, там мультимиллиардеры, миллионеры и так далее, это все-таки, если у этого человека нет благородства, у него проявляется, конечно, алчность. Ну, я имею в виду, алчность и у бедняка может проявляться тоже. Ты знаешь... Зависть тоже. Это не зависит от социального положения. Это зависит все-таки от воспитания и преемственности. У бедняка ты больше встретишь благородства, чем... Кто спас Абхазию? Дети простых крестьян. Да. Вот сейчас я вот такой общекавказский, тоже несколько примеров приведу, очень интересные вещи, на мой взгляд. Вот ты спрашивал, там, алчность, кровь. Всегда старались примирить людей, притом даже вот в нынешней ситуации, даже вот любое правосудие не смогло бы примирить, как вот достигали, какими методами достигали на Кавказе полного примирения. Сейчас приведу один очень интересный факт. Их несколько будет. Ну, вот известная новелла Лакербай, когда прибегает к нему юноша, говорит, я убил на скачках человека. Это вот старик его прячет. Потом проходит время, когда уже он передает им пищу, воду, знает, что он убийца его сына, но он его дома держит. И когда провожает его, он говорит, ты кто, говорит, по национальности? Он говорит, я осетин. В общем, он провожает его. Тот поражается, когда приезжает, я коротко говорю, возвращается на родину, рассказал все. Они говорят, ты можешь нас обратно повезти? Ну, когда посоветовались, да. Самое главное в конце. Они, когда прибыли, встали перед домом на колено. Старик вышел, поднял их. Я, говорит, я снимаю траур, говорит. Ну, потом они сделали пир по случаю примирения.
И что самое главное, у него сын был единственный, он усыновляет убийцу своего сына, делает его родным сыном. Убийцу своего сына. Это вот для европейцев это непонятно, насколько я знаю, при их толерантности. Другой случай, вот очень такой интересный. Ну, пограничные народы всегда у них стычки бывают. Вот у абхазов и узбеков разгорелась вражда, ну, как говорится, и так пытались остановить, ничего не получается. Тогда собрались люди, представители многих народов, самых мудрых вызвали, долго совещались и пришли к такому мнению. Там были и узбеки, и абхазы, и представители других народов. За Псову сразу есть местность, ты хорошо, веселая называется. Оно по-абхазски называется Агвазхара Ашта. Место торжества, место веселья переводится. И вот на этой большой равнине собрали от абхазов 500 молодых матерей с грудными детьми, от узбеков тоже 500 молодых женщин с младенцами и завязали им глаза. Сделали обмен детьми и развели их по своим аулам. А на этом месте в честь примирения устроили торжества, скачки, стрельбу, танцы, песни и так далее. И отныне пусть это место называется Агвазхара Ашта, то есть там место веселья, радости. А когда шла Кавказская война, русские дошли до этой местности. Они, как называется это место? Ну, топографы же были. Говорят Агвазхара Ашта. Ну, не могут славяне произнести эти слова. А как переводится? Ну, говорит, ну, веселье, радость. Вот веселое оттуда идет. Название веселое оттуда идет. И почему это они, с какой целью сделали? Когда младенцы подрастут, они уже родные сыновья приемных семей. Им скажут, что в нем абхазская кровь, в нем узбекская кровь. И уже у него рука не поднимется. Ни на абхаза, ни на узбека. По этой же причине на Кавказе правители давали своих детей в крестьянские земли? Ну, да, ну, сейчас это, конечно. Потом точно такой же случай произошел у нас с кабардинцами. И вот на перевале выбрали место, красивая такая поляна. И там произошел обмен, завязали глаза. 100 матерей абхазов, 100 кабардинок, детей поменяли и поклялись, как говорится, вечной дружбе. Я к чему говорю? Это очень характерно для кавказской культуры, загасить конфликт, понимаешь? И сделать так, чтобы выше этого, нужно подняться выше собственных интересов. А так примеров, частных примеров очень много. Очень много у всех народов. И что характерно, вот везде прослеживается тождественность. То есть видно, что это дерево примирения растет, как говорится, этот ствол, ветви, это одна культура. Доходит до Дагестана, здесь до Абхазии, до Кабарды, Чечни, Осетии, Ингушетии и так далее. Вот такие вот, знаешь, примеры удали, героизма часто делались нашими предками, воинами на всем Кавказе, чтобы поднять дух своих и показать врагу, с кем они имеют дело. Вот точно так же, как я говорил, Агун, вот Тапа Чермоев был, это известный человек, был очень в Чечне. Он был тот, кто подписал документ о признании Горской республики, был председателем, был образованный офицер, участник Первой мировой войны, кавалер, как говорится, всех орденов. В одном из боев с немцами он вот прям на всем виду, на переднем крае, начал горцевать на полном скаку, показывал свое пренебрежение к противнику. И дудаль. Вплоть до того, что те перестали стрелять, изумленные его героизмом. То же самое сделал наш герой Коция Лакарбакан в 16 году, когда они шли в атаку, его товарища ранило, и под сплошным артиллерийским огнем они вынуждены были отходить. Он краем глаза заметил, что его друг упал недалеко от окопа австрийских. Он разворачивает своего коня,
огонь идет, вот как знаешь, ураганный огонь, кинжальный огонь идет. Он подскочил. Корнель был сам такой, невысокого роста, маленький, а тот был за 90 килограмм, под 100 крупным телом. Он берет так нагайкой, точки сдал своего коня, конь опускается на колени. Он поднимает своего друга, идет обстрел. Поперек седла, вскакивает в седло, разворачивается и медленным шагом идет к своим окопам. А они эти, противник вот где-то 50, 60, 100 метров максимум. Они были ошеломлены его подвигом, бросили стрелять, высунулись из окопов и начали хлопать, аплодировать и кричать «Браво, браво!» Австрийцы? Да, пан Козак. Я к чему говорю? И те же вот. А как он умер, Лакербай? Он был ранен в одном из боев. Завещание он оставил. Последняя карточка он после ранения вот послал своим родственникам в Гудауты. И вот там подписал ее. Вспоминайте, глядя на эту карточку, того абхазца, который приносил и принесет в жертву все, что в его силах. Если нас не станет после войны, одна мечта и просьба наша. Приносите каждый из вас, абхазцев, сколько можете пользы своей родной Абхазии и своим собратьям. Это вот его завещание касается всех кавказцев. Это наша святая обязанность, долг, я бы сказал, естественный долг. Нужно жить именно вот по таким принципам. Тогда вот многие проблемы, которые все переживают, они просто отойдут на задний план. Еще пару примеров расскажите про другие народы. Очень много примеров обо всех народах. Например, была немецкая железная дивизия, тоже Первая мировая. Они повстречались с Оренбургским полком. Там было где-то 400 всадников, а там 1500 человек. Самая лучшая отборная часть, элита немецкой армии. В течение короткого боя железная дивизия перестала существовать. И они отбили там, они просто пошли в кинжальный бой. Вот, вообще кавказцы любят ближний бой. В ближнем бою, конечно, всегда работали хорошо. И это дошло до императора, все. Он был просто поражен, как это вот так, понимаете, они поражались от мужеством. То же самое нужно было занять, скажем, плацдарм. Чеченский полк переправился и захватил плацдарм, который до этого никто не мог взять. Удерживал его до прихода подкрепления. Это был первый пример в истории Первой мировой войны, царской армии. Всех император представил Георгиевским крестам, потому что массовый героизм совершали. А почему это было у нас? Сейчас я вот, на мой взгляд, он возвращается домой, воин, скажем, да? Он же должен посмотреть в глаза своих родителей, близких, отца. Он же не будет так смотреть, он будет прямо смотреть. Отец по взгляду сразу определит, как себя вел сын, где, на передовой. И вот это очень, воспитание, которое с детства прививали, очень имело большое значение. Правильно воспитывали людей, понимаете? И вот, как ты сказала, у нас очень бедных не было людей. Были все в основном среднего достатка. Но как они принимали людей, гостей, как они защищали свою честь. Кто бы ни был. Вот есть грань, которую переходить нельзя.
Нельзя переходить, понимаешь? Вы про карикатуры? Это вообще какой-то ужас. Но это делается преднамеренно, конечно. Цель, вот когда начинали покорять Кавказ, Ермолов заявил, говорит, своим свободолюбием они, говорит, делают пример, говорит, народам России. Россия же была в крепостной узде. А сейчас. Ну, но всегда есть, понимаете, вот родник какой родник? Вот он заглох, он может выйти в другом месте, чистый родник, я имею в виду. Как это один поэт сказал, даже былинка пробивает асфальт, понимаешь? Это ты не спрячешь никуда. Сегодня здесь закроешь, там прорвет плотину, ну и так далее. А мы же все рождаемся равные, понимаешь? Свободные. В мир уходим тоже свободные, иной. От всех этих земных, как говорится, напастей. Но вот этот промежуток, который называется жизнь, чтобы там тебя встретили и по достоинству оценили твои заслуги, надо вот этот промежуток жизни, который дарован Всевышним, надо прожить с честью, достоинством. И порой нужно отвечать за каждый шаг, за каждое слово. Ну, вот так вот нас всех воспитывали. Притом это назойливость не было. Скажут один раз в год, ну так скажут, спокойно. Дагестан? Дагестанцы вообще удивительный народ. Там гора языков ее называют. И из ее недр есть масса примеров. Выходили сотни, десятки тысяч личностей, которые принесли славу всему Кавказу, даже всему человечеству. Во всех делах. В науке, в культуре, в спорте. Особенно в спорте в последнее время дагестанцы стоят на первом месте. Вот Хабиб. Всем было приятно, вот когда Хабиб, как он себя повел, вот очень в последнем поединке, он говорит, я ухожу, потому что вот все, отца нет, я хочу быть с родителями, с матерью. Ты понимаешь, вот это благородство, все его противники оценили, они прислали телеграмму, поздравили меня. Другой бы человек, я никого не обижаю, он продолжил бы это, но Кавказ не может на это наступить, понимаешь, на честь свою. Честь перед родителями, перед матерью, перед отцом, перед родиной, перед своим родом, перед своей кровью, то есть перед своими генами, не может потупиться. Я бы хотел, мы все этого хотим, чтобы мы очень терпеливо, с большим уважением относились друг к другу. Потому что, как сказали древние, заговори, чтобы я тебя понял. И вот это вот наше общение, мы сейчас, видите, общаемся вот так, наше общение, оно приведет к тому, что мы глубже познаем друг друга. Мы обязаны и должны вести себя так, чтобы все окружающие, я имею в виду люди иной веры, другие народы, сказали, глядя на вас, на нас всех, дай Бог нам таких друзей, таких близких, чтобы мы служили примером человечности, которые отличались настоящие кавказцы всегда, ибо Кавказ – это стержень, откуда происходят все великие народы Европы и Азии.